Здравствуйте! Доброе утро, и мы приветствуем вас в этой уютной студии. И, как всегда, вас ждут самые интересные гости и новости. Напоминаем, что сегодня четверг, 3 ноября. Начнем мы с рубрики Марии Кораблевой. Она просыпается в необычном месте Казани и рассказывает вам его удивительную историю. Где она проснется в этот раз? Давайте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Маша Кораблева. Я проснулась на гоночной трассе Казань-Ринг-Каньон. Раньше в этом месте был карьер, и здесь добывали песок, а сейчас добывают адреналин. Регулярно здесь проходят гонки разного уровня. В обычные дни состязаться могут новички и любители, но сегодня мне повезло попасть на настоящий чемпионат Республики Татарстана, где гонщики борются за звание чемпиона и право обладать кубком каньона. Вот он стоит блестящий. Он прекрасно будет смотреться у меня на полке. Я тоже хочу побороться за него. Тем более, как мне сказали, в кольцевых гонках может участвовать любой. А гоночная машина у вас есть? Нет. А гоночный опыт имеется? Тоже нет. Так вы сначала наберитесь опыта, найдите автомобиль, потом и поговорим. Хорошо, только не начинайте чемпионат без меня. Быстро, подождите. Для новичков, таких как я, здесь есть все необходимое для погружения в океан адреналина, мир скорости и наград. Например, вот эти тренажеры, благодаря которым новички смогут познакомиться с трассой без последствий для себя и других. Получив хоть какой-то навык, я чувствую себя готовой к реальному заезду. Чемпионат еще продолжается, и значит, у меня есть шанс все успеть. Но где взять машину? Оказалось, что это не проблема. Казань-Ринг-Каньон предоставляет настоящие гоночные автомобили в аренду. Разгон по прямой до 165 км в час. Каркас безопасности, жесткая подвеска, дифференциал с блокировкой и доработанная тормозная система. Ехать я решила по-королевски, на переднем сиденье, а рулить будет автогонщик Данил. Карету мне, карету! Так, а в чем особенность казанской трассы? В ее перепадах высот они достигают до 30 метров. То есть хорошая трасса. Одна из лучших в мире. Поехали. Ха-ха-ха, дверь. Очень быстро, очень быстро. Видимо, не получу я сегодня свой кубок, но до следующего чемпионата времени достаточно, и его я потрачу на тренировки и на любительские гонки, которые проходят здесь регулярно. Тем, кто тоже хочет попробовать себя в качестве гонщика, сообщаю адрес автодрома. Он совсем рядом с Казанью, в районе Высокая гора, 817 километр по федеральной трассе. Ну, а мне пора собираться по делам. А где я проснусь в следующий раз на своей волшебной кровати, узнаем совсем скоро. С вами была рубрика «Проснуться с Марией», и я ее ведущая Маша Кораблева. Пока. Наша программа продолжается. В Казани прошла презентация книги с интригующим и необычным названием «Красивая», а посвящена она сотруднице внешней разведки НКВД Самре Бекмеевой. И в студии ее автор, журналист, главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина. Доброе утро. Доброе утро всем. Да. Татьяна, давайте, пожалуй, начнем с самого важного, с главного факта о книге. Ее героиня жива и сама рассказывала вам о своей жизни.
Да, именно так. Самре Сабировне Бекмеевой сейчас 101 год. И когда у нее был 100-летний юбилей, в гости к ней пришел поздравить наш президент Рустам Нургалиевич Минниханов. И вот некоторые истории, которые потом вошли в эту книгу, он услышал. И сказал, что о таких людях, несомненно, нужно писать книгу. Вот после чего мы с ней встречались, я слушала какие-то ее истории, и вот так вот получилась эта книга. Она художественная, сразу предупрежу. Не документальная. Основана на документальных материалах, но художественная. То есть некий вымысел там все-таки есть? Есть. Так, а вот называется просто так лаконично «Красивая». Почему так? Ну, дело в том, что это, как говорится, была такая кличка у нее, красивая. Самра Сабировна в молодости была очень красивая женщина. Ну, да, действительно, вот такая и... вот. Можно даже показать, наверное. Да, давайте покажем. Очень красивая такая. И поэтому, ну, тут все логично, что такая у нее была агентурная кличка, скажем так. Известно, что в архивных документах героини вашей книги много нестыковок. А как выходите из положения? Ну, нестыковки-то скорее не мои, это просто, скажу так, в этой семье две разведчицы, да? Одна вот Самра Сабировна, а вторая это ее племянница Гульсина. Это какое-то такое фамильное дело такое. Она долгое время работала в ГАИ МВД в пресс-службе, и еще в возрасте, в подростковом, она какие-то несоответствия в поведении своей тети нашла, да, что вот она, например, уезжает, говорит, что в санаторий там в Ижевске, а приезжает, привозит совершенно там какие-то необычные подарки, которых в СССР в то время не было, да, и вот она, ну, как Шерлок Холмс, пользуясь дедуктивным методом, начала такое свое расследование за тетей, да. И вот, что, она ее раскрыла? Да, и она практически вот, ну, пришла к выводу, что тетушка ее не медсестра, ну, не столько медсестра в госпитале в нашем Казанском, сколько вот она служит в разведке, скорее всего, потому что вот эти вот частые ее отъезды, как потом выяснилось, за границу, вот привели ее к таким выводам. Ну, а вообще, вот о ее биографии, как она жила после вот этой работы, какая семья, что у нее есть? Ну, вообще, вот Самара Сабировна, она родилась в деревне Черкик-Ильдуразы, и при рождении ей было дано имя Самира, но неграмотный писарь там в кантоне, как раньше районы назывались, пропустил одну букву, получилось Самра. И то есть вот получилось так, что на протяжении всей жизни не по своей воле она меняла несколько имен. Ну, да, она была, так принято было. Да, Я знаю, она была сначала, значит, в Самра, потом она в школе, в училище, когда она поступила в акушерское училище, ее девочки переименовали в Светлану. Чуть ли не 6 имен было, да, вот я на войне читала. она была Сонечка, а потом она каждый раз получала имя соответственно легенде и той стране, в которой вот она выполняла свою работу. Ну, насколько я знаю, то, что у нее погиб муж во время войны. Погиб муж во время войны. С ребенком тоже не получилось, тоже да, погиб. И ребенок тоже у нее как бы родился мертвый. Но и замуж она второй раз вышла уже в довольно почтенном возрасте, в 60 лет, и за своего, как тоже подозревает ее племянница, за своего коллегу тоже из разведки. Нет, на самом деле я некоторые отрывки читала, это действительно очень интересно, но, по крайней мере, очень так хочется в дальнейшем узнать, поэтому всем рекомендуем прочесть эту книгу. Ну и наших героев нужно знать. Да, большое Тем более спасибо. они живы, и дай бог долгих лет жизни. А вам спасибо, то, что доносите до нас вот такие интересные истории. Всегда, пожалуйста, Спасибо. обращайтесь. Спасибо большое. Ну а мы уходим на короткую рекламу. И интересную тоже. Наша программа продолжается традиционным астропрогнозом. Мы начнем с предсказаний для первых 6 знаков зодиака. Итак, овны, вероятно, профессиональная деятельность многих из вас замрет на мертвой точке. Много времени может уйти на ненужную суету, бесплодные встречи и разговоры. Не рассеивайте внимание на мелочи, иначе впоследствии будете жалеть о потерянном времени. Тельцы, не исключено, что ваши способности сегодня будут замечены руководством. Вы можете получить повышение в должности или увеличение оклада. Вероятны премии, подарки. Смело проводите серьезные мероприятия, подписывайте деловые бумаги, совершайте сделки.
Близнецы, день символизирует движение, активный образ жизни. Вы очень энергичны, поэтому ваша жизнь может быть полна приключений. Какие-то черты характера сослужат вам плохую службу, особенно нетерпеливость и непостоянство. Если вам удастся справиться со своим характером и немного его скорректировать, вы многого достигнете в жизни, ну, по крайней мере, на сегодняшний день уж точно. Раки. Первая неделя месяца может заставить вас напрячься. Недруги, завистники и прочие злопыхатели попытаются испортить вам жизнь. Относитесь к неприятностям по-философски и живите по принципу «собака лает, караван идет». Очень скоро череда неприятностей прекратится и начнется полоса удачи, особенно для тех, кто умеет ждать. Львы, у вас возможны конфликты в семье. Не исключено, что отсутствие необходимых знаний и информации негативно скажется на вашем авторитете. Сегодня лучше заняться практической деятельностью и направленной на повышение благосостояния. Стремитесь в любой ситуации уйти от агрессивных методов решения вопросов. Девы, тенденции этого дня связаны с неограниченным совершенствованием личности, расширением возможностей. В лучшем случае вы сможете пробудить в каждом человеке неисчерпаемый творческий потенциал. Нельзя недооценивать значимость человеческих отношений. В народе говорят, человеку нужен человек. Это точно. Ну, окончание астропрогноза вас ждет в конце программы. Ну а нашу программу продолжит рассказ об этом дне в истории Татарстана на протяжении 20 лет. Ровно столько ТНВ с вами, дорогие телезрители, и ровно столько мы рассказываем обо всех самых значимых событиях в жизни республики. Смотрите особенно внимательно, это поможет вам выиграть приз. Лет ТНВ в эфире. 20 лет мы освещаем все события в жизни Татарстана. В эти дни 2004 года в Казани чествовали оперную певицу, народную артистку России и Татарстана Муниру Булатову. Ей исполнилось 90 лет. 3 ноября 2005 года в Казани открылся новый мощный комбинат молочных продуктов производительностью 1000 тонн молока в сутки. В 2006 году в Москве подвели итоги 5-го Всероссийского конкурса экономического развития «Золотой рубль». Республика Татарстан стала победителем среди субъектов Приволжского федерального округа в номинации «Лучший субъект РФ по экономическим показателям развития». В третий день ноября 2008 года в Набережных Челнах состоялась презентация университета для третьего возраста. В 2009 году в Казани прошли торжества в честь 75-летия Союза писателей Татарстана. В эти ноябрьские дни 2014 года состоялся рабочий визит президента Республики Татарстан Рустама Минниханова на Кубу. Там проходили Дни России. 3 ноября 2016 года в Казанском Кремле чествовали композитора Софью Губайдуллину. Ей исполнилось 85 лет. В 2018 году 60 социально значимых проектов Татарстана получили гранты президента России. За прошлую неделю в Казани родились 370 детей. Это 192 мальчика и 178 девочек. Чаще всего детей называли Эмир, Максим, Самат, Даниил, Азали и Амира. Реже всего детям давали имена Ким, Кир, Багир, Арсен, Пелагея, Альяна, Эллари и Ивианна. Ну, Ким особенно, вот я заметила такое, знаешь, это, видимо, дружба с Китаем, Ким Чен Ир связывается такой вот. Ну, действительно, это что-то вот новенькое. Альяна вот тоже. Могут, интересно. вот и богатая фантазия у наших родителей. Ну что ж, а мы тем временем передаем слово детям, что они думают о том, что же такое заявление «дождик». Мы рассказываем про дождик. Дождик живет на туте, но не на белой, а в серой. В туте живет 100 капелек. Они капают, как дождь. Если пошел дождь, я беру зонтик. Один бабушкин, один маме, а один мне розовый, потому что я девочка. Дождик был от России. Когда облака темнеет, начинается дождик. А дождика надо зонтик взять. Если нет зонтика, то останется мокрый, как слон. А домика дождик не бывает, потому что у домика есть крыса. Дождик до тучи, вот и капает вечером. А если я возьму зонтик,
то у деда могут голова, усы. Еще намокнут штаны и футболка. А папа просит зонтик тоже. И огромный зонтик, как у вас сына. А у меня тоже огромный зонтик. У меня тоже огромный зонтик, как кубик. Дождик берется из тучи, он потом капает на землю и появляется лужа. Дождик всегда холодный, потому что наверху душа нет. А если хочешь дождь теплый, то залезай в ванну. Ну что ж, мы продолжаем программу и готовы начать розыгрыш. Вот эти билеты в театр имени Кореева на спектакль «Волжское выиграет». Тот, кто внимательно смотрел рубрику об истории этого дня и знает, какая народная артистка в эти дни отмечала свой день рождения. Пишите на электронный адрес u.добрая@liz.ru. А сейчас новости со всего света. Смотрим. Кацкильские горы на юго-востоке штата Нью-Йорк, также известны как Кацкилл, в октябре будто раскрашены в яркие цвета, чем и привлекают сотни туристов. На кадрах, снятых с дрона, можно увидеть разноцветное море деревьев, раскинувшееся на многие километры, и лесное озеро, у которого прогуливается олененок. Туристы, приехавшие насладиться красотой осеннего Кацкилла, рассказали, чем их так привлекает это место. Мне кажется, нет ничего лучше, чем воссоединиться с природой, особенно после города, где довольно шумно. Приехать в Кацкильские горы в это время года просто великолепно. Ты буквально обретаешь духовную связь с животными, меняешься, трансформируешься. Другой турист Кен приехал, чтобы запечатлеть октябрь в Кацкилле с помощью кисти и красок. Цвета абсолютно разные, от зеленого до оранжевого, желтого и, наконец, коричневого. Все эти краски рассыпались по горам и деревьям, как ваза карамелек, которые можно съесть глазами. Кацкилл – горный хребет в северных Апалачах, в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Является излюбленным местом отдыха, где американцы катаются на лыжах и совершают пешие прогулки. Наша программа продолжается. На один день в году наши музеи не закрывают свои двери даже поздним вечером. А все потому, что наступает Ночь искусств. И Казанский Кремль не исключение. И в нашей студии Маргарита Тихонова, руководитель центра «Эрмитаж Казань». Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, расскажите, что же будет в эту ночь, что же будет вот такого, может быть, волшебного, необычного, не как всегда? Ну, правда, будет не как всегда, потому что музей-заповедник Казанский Кремль подготовил разнообразную, насыщенную программу. Я думаю, что те наши посетители, которые придут на территорию музея-заповедника, они уже больше могут никуда не идти, остаться там навсегда. Ничего себе. Именно на Ночь искусств, потому что для разной возрастной аудитории, для людей с разными интересами будет буквально все. И даже если буду среди тех посетителей, кто знает историю Кремля, то все равно, например, им будет интересна такая экскурсия, программа, которая называется «На страже крепости». Если это не просто знакомство с историей Казанского Кремля, то будет уникальная возможность подняться на стены крепостные и посетить башни Казанского Кремля, что в обычных обзорных экскурсиях недоступно, а в Ночь искусств эта программа у нас состоится. И, конечно, всем любителям музыки в выставочном зале «Манеж» будет проходить музыкальная программа при участии артистов Государственного академического оркестра нашей республики. И, наверное, стоит отметить, что там сейчас проходит такой интересный проект «Оттепели до перестройки», на котором представлено искусство 60-х, 80-х годов. Будут экскурсии проводиться, но наша программа чем особенно отличается, у нас еще и будет инклюзивная программа. В 7 часов состоится экскурсия для глухих и слабослышащих на русском жестовом языке. То есть принять участие можно в том числе и в этой программе. Мы с вами путешествуем словно по Кремлю, и если оказываемся у мечети Кул-Шариф, оказываемся в Музее исламской культуры, то там проходят 3 замечательные выставки: соборные мечети в Казани, ислам на печатных открытках, Коран в серебре. И наши коллеги подготовили такую
такую уникальную программу, как Блиц-экскурсии. То есть это короткие экскурсии по 3 выставкам сразу. Такого никогда не было за всю историю даже моего опыта, поэтому, конечно, познакомиться с этими выставками можно будет даже вот в таком формате. Но те, кто оказались в Ночь искусств у башни в Сюембике, например, они могут посетить Музей истории государственности татарского народа, где не только можно увидеть основную экспозицию, но и прекрасную выставку, посвященную керамическому искусству. Она называется «5 стихий», и именно в Ночь искусств на этой выставке будет мастер народно-художественного промысла Наталья Пилюгина. И мастер-класс, наверное, да, уже, я так да. Вы все верно говорите, будет мастер-класс, и ее работа, ее творчество представлено в том числе на этой выставке, и она, конечно, проведет мастер-класс, как вы уже сказали. И у нас 4 ноября будет событие, будет открыта обновленная экспозиция Музея истории Благовещенского собора, и в том числе можно будет и посетить эту экспозицию, посетить ее с экскурсиями, с квестами. Ну а если, конечно, вы придете на территорию Кремля, несмотря на то, что это Ночь искусств, вы придете с детьми... Ночь, это же мы так говорим образно, в общем-то, ну, да? Да. А то кто-то может подумать. После 12. После 18:00 можно будет прийти, и музей будет работать до 23:00. И если вы придете с детьми, а несмотря на то, что это уже поздний вечер, то публика очень часто приходит с детской аудитории, то можно отправиться, конечно, в Музей естественной истории Татарстана, где кроме различных игр, квестов, будет еще проходить сумеречная экскурсия. То есть с зала музея выключится свет, и можно будет знакомиться со зверообразными ящерами, с морскими рептилиями, имея в руках... Ой, а это не страшно? Как дети нормально выдержат? Вот нужно будет взять с собой либо фонарик, либо включить фонарик на телефоне. Видите, уже какие-то спецсредства должны быть с собой. Да, именно так. Ну а если вы окажетесь у нас в гостях в центре Эрмитаж Казань, то у нас проходит любимая многими уже постоянными нашими посетителями такая программа, как «Ожившие герои», где на нашей выставке оживают произведения искусства таких знаменитых художников, как Рубенс, Ван Дейк и Йорданс, потому что сейчас у нас проходит выставка «Золотой век фламандского искусства» из собрания Эрмитажа, и эти герои, они расскажут свои истории на выставке. Также будут игры, мастер-классы, квесты, поэтому такая разнообразная программа. Да, обширная программа очень. Я думаю, что каждый найдет там себе то, что, в общем-то, ему по душе. Замечательно. Ну что ж, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что нас услышали, вас услышали, да, и, в общем-то, будет, аншлаг. Большое спасибо вам. А самая интересная и полезная информация для наших дорогих телезрителей. Новые кресла, новый зрительный зал, новые киношедевры и обновленный кинотеатр. Спустя 7 месяцев мир снова открывает свои двери всему миру. Как прошло торжественное открытие, смотрите в нашем сюжете. Уже более 60 лет кинотеатр радует зрителей картинами. А в 2022 году он порадовал еще и ремонтом. Ремонт проходил, можно сказать, знаете, практически легко. Сделали нам кровлю, потом покрасили фасад и внутренний, обновленное фойе. Помимо этого у нас прошел ремонт в зрительном зале. В зрительном зале мы поменяли ковролин как на полу и так по стенам. И поменяли кресла. Сейчас кресла более комфортабельные, удобные. Также мы увеличили расстояние между креслами. Если раньше в партере было у нас 9 рядов, сейчас у нас 7 рядов. 7 рядов по 17 мест. Организаторы ответственно подошли к мероприятию и приготовили множество сюрпризов. Гостей встречали актеры. Оригинальная фотозона с ретро-экспонатами киноиндустрии. Был разыгран годовой абонемент в кино. Всем гостям были приготовлены подарки, сладкие сувениры и купоны на скидку в кино. Я вообще здесь очень часто бывала до ремонта и рада, что он открылся. И вижу, что все прекрасно, все чисто, светло и навсегда будет и интересно. Так сегодня же будет этот герой этого фестиваля мусульманского кино. Хочу узнать побольше, увидеть. Вообще, пока человек чем-то интересуется, кому я и себя отношу, значит, он еще живой. Меня очень заинтриговало то, что здесь будет джазовая музыка. И фильм необычный, поэтому интересно посмотреть, как это будет выглядеть.
Также состоялся специальный показ фильма призера Казанского международного фестиваля мусульманского кино «Тарлан». Мы очень рады, что именно нашим фильмом сегодня открывается кинотеатр «Мир», потому что это очень важный проект для Татарстана. Это первый международный проект, который был сделан в копродукции между Казахстаном и Татарстаном. Фильм про дружбу мальчика и коня, фильм про добро, фильм про семейные ценности. Репертуар «Мира» огромен. От документалистики и короткого метра до анимации и экспериментального кино. Причем интересно будет как малышам, так и взрослым. Также «Мир» могут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы с правой стороны зала сделали пандус. Сейчас доступность у нас, можно сказать, 100%. И раньше также у нас раньше были лестницы по бокам, а сейчас с одной стороны лестница, а с другой стороны у нас полностью пандус. У нас также зарезервировано, и мы сделали по 2 места в первом ряду. Для них специально отведены места для колясочников. Зрители не только наблюдали за изменениями кинотеатра, но и вносили свои. Они приняли участие в ребрендинге, в выборе лучшего логотипа «Мира». У кинотеатра богатейшая история, и уверены, она будет писаться дальше. Но еще несколько минут вашего времени для драгоценной рекламы. Интересная информация для наших телезрителей. Чем больше чая пьют очень пожилые люди, тем лучше у них работает мозг. К такому выводу пришли ученые. Предыдущие исследования уже показали, что потребление чая снижает риск нарушений памяти и проявления деменции у пожилых. Однако, как этот напиток влияет на работу мозга, ну совсем старых людей, скажем так, в возрасте от 85 лет и выше, было неизвестно. И чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи изучили чайные привычки почти 700 человек, возраст которых перевалил за 85 лет. Анализ собранной информации показал, у тех стариков, которые выпивали не менее 5 чашек, а то и больше черного чая в день с молоком и без, когнитивные способности сохранились лучше, чем у тех, кто пьет этот напиток в небольших количествах или не пьет вообще. Ну, в любом случае, совет обращаться за консультацией к врачу. Даже в таком вопросе, сколько пить чая, остается актуальным. Ну, а мы продолжим говорить о еде. Вот, кстати, вот к чаю десертик сейчас будет. Мы с вами сегодня в гостях у кондитера Милявши. Мы будем готовить парфе с фруктами и зеленой гречкой. Что для этого нам понадобится, Милявши? Для парфе нам понадобится греческий йогурт. В идеале можно взять козий йогурт. У нас классический обычный йогурт. Манго, инжир, ягоды по вкусу и зеленая гречка. Я уже заранее вымочила, на ночь заливала родниковой водой. Нам для десертов понадобятся креманки. В первую очередь чистим манго от кожуры. Инжир разрезаем на кусочки. Очень полезная гречка, потому что зеленая гречка содержит очень много магния, витаминов группы В и С. В идеале использовать козий йогурт. В козьем йогурте очень много пробиотиков, которые полезны для кишечника. Мы сделаем с инжиром и голубикой, а во вторую креманку мы сделаем с манго. Я выкладываю инжир. Далее мы выкладываем зеленую гречку. Она уже заранее у нас вымоченная в воде. На одну креманку где-то 2 чайные ложки с горкой. Следующим слоем идет классический йогурт. 3 чайные ложки на одну порцию. Распределяем. Следующий слой добавляем снова инжир, сюда манго. Это смело можно кушать как полноценное блюдо на завтрак, потому что тут очень много белка и разных витаминов. Повторяем все слои по тому же порядку. Фрукты, гречка, йогурт. Наш десерт почти готов. Осталось украсить его оставшимися ягодами. В нашем случае это малина и голубика. Для красоты мы добавляем мяту. И можем пробовать. Наш идеальный завтрак готов. Давайте попробуем. Очень вкусно.
А самое главное, полезно. Да, очень вкусно. На завтрак. А как приятно. И сразу день задался. И вообще я считаю, что надо утро начинать с чего-нибудь приятного, что день прошел хорошо. Вот. Идель, вот сделай, например, мне комплимент, как девочке. Она поет, и звуки тают, как поцелуи на устах. Глядит, и небеса играют в ее божественных Ну глазах. все, а то я сейчас растаю, будешь один-один здесь останешься. Ну, спасибо, конечно, за комплимент. А вот уместно ли комплименты в принципе, например, на работе, вот в деловой среде? Давайте узнаем. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами поговорим о речевом этикете, а именно о комплиментах. В деловой среде принято делать комплименты, то есть выражать приятные слова и положительную оценку своим партнерам. Но здесь не стоит путать с лестью, которая выражает меркантильный интерес. Поэтому, если вы хотите сблизиться с партнером, пожалуйста, говорите ему комплименты. Но в деловой среде лучше не делать комплимент внешности человека, а лучше указать на его профессионализм или какие-то качества. Например, вас так приятно слушать, вы такой хороший специалист, вы так внимательны. Любой комплимент, конечно же, предполагает ответную благодарность. Например, спасибо большое за комплимент, мне было очень приятно. Но высшим пилотажем считается сделать комплимент в ответ. Например, благодарю, вы не менее внимательны, вы такой же хороший специалист. Итак, этикет вам в помощь. Вот благодарю, Идель, что вы сегодня находитесь рядом со мной и говорите мне такие приятные вещи с утра-то. Стих-то кто прочет? Только вот такой вот мой напарник. Да. Ну что ж, поговорим тоже о культурном. Да, и поговорим мы о чтении. Александр Грин. «Блистающий мир». Ну, что мы знаем об этом писателе? Если мы говорим о Александре Грин, то нам сразу вспоминаются «Алые паруса», «Бегущие по волнам», эти замечательные романтические вещи о любви. «Блистающий мир» – вещь значительно менее известная читателям, более сложная. Главный герой Друд, человек, который умеет летать, сердце его полно доброты. Он ищет женщину, которая бы воплотила все его какие-то мечты и желания. И вот он встречает одну Тави, женщина, которая олицетворяет дух, она добрая, нежная, такая вся открытая. И встречает еще одну женщину, которую зовут Руна. Она серьезная, очень образованная, в чем-то жесткая, властная. Она олицетворяет разум. А он ищет одну, в которой бы совместилось вот эти вот и дух, и разум. Не находит. Герой погибает. И конец романа совершенно неожиданный. Вот. Но при этом я хочу сказать, что читать эту книжку очень приятно, потому что здесь очень красивый язык, здесь действительно много романтизма и очень много мыслей, которые заставляют тебя размышлять. Александр Грин «Блистающий мир». Владимир Набоков «Отчаяние». Это роман, который рассказывает о неудачливом бизнесмене, его зовут Герман, и этот человек мечтает стать известным, мечтает стать писателем. И вот однажды он встречает на улице человека, очень на себя похожего, в буквальном смысле своего двойника, и решает его убить, тем самым, во-первых, получить страховку и поправить свое финансовое положение, а во-вторых, написать блестящий литературный труд, роман, который прославит его как писателя. То есть он решает совершить идеальное убийство и его описать. Вообще, конечно, этот человек очень такой неприятный, очень такой тяжелый, грубый, высокомерный. Он чувствует себя безнаказанным во всем. Вот. Но при этом я хочу сказать, что Набоков талантливый писатель. Набоков умеет вот этого неприятного человека в мелочах сделать таким симпатичным, что просто мы испытываем к нему некую симпатию. Вот.
Роман читается интересно. Особо хочется сказать, конечно же, о языке Набоковой, потому что, так как умеет плести словесные кружева, и мне кажется, больше никто не умеет, Набоков, конечно, мастер слова. И хочу сказать, что все-таки прочитав эту книгу, отчаяния у Германа я так и не увидела. Почитайте вы, возможно, заметите. Владимир Набоков. «Отчаяние». Света, знаешь, кажется, я понял, чем я буду заниматься после эфира. Я возьму какую-нибудь интересную книжку, заварю себе вкусный чай и буду наслаждаться чтением. Лентяй, ты лентяй. Почему? Нет, в такую погоду я согласна, конечно, но все-таки любители активного отдыха могут пройтись по Казани, тоже узнать что-нибудь полезное. Даже в такую погоду она прекрасна. Улица Иовлева есть такая на карте Казани в Кировском районе. Она совсем не длинная. С конца улицы, где я сейчас нахожусь, можно увидеть ее начало. Иовлева 1, Иовлева 3 и 7, Иовлева 10 и 13. Больше адресов на этой улице нет. Зато есть мост. Мост необычный, в народе его называют горбатым, из-за его формы, напоминающей горб. Мост пересекает старое русло Казанки. Из-за ветхости конструкции давно признан аварийным, хотя когда-то по нему курсировал общественный транспорт. Несмотря на это, мост часто выходил из строя, поэтому в 30-е годы прошлого столетия движение транспорта организовывали с пересадкой. Пассажиры переходили мост в пешем порядке и снова садились в трамвай. Возможно, в их числе был и Владимир Иовлев, чьим именем названа улица. Владимир Александрович после окончания 7 классов работал на заводе «Серп и молот», расположенном неподалеку. После окончания Сызранского танкового училища в 1942-м отправился на фронт. Под его командованием 250-я рота гвардейского танкового полка 2-го Украинского фронта прорвала оборону противника и первой ворвалась в венгерский город Дебрецен. Случилось это 8 октября 1944 года. Через 10 дней Владимир Иовлев умер от ран, но перед этим его экипаж уничтожил многочисленную технику и живую силу врага. И даже после тяжелых ранений он оставался в строю до 18 октября 1944. Позже, в 1945-м, капитан Владимир Иовлев будет удостоен высокого звания Героя Советского Союза посмертно. Улица Иовлева появилась в Казани в канун 60-летия со Дня Победы. Спустя 15 лет она напоминает нам о подвигах капитана, командира танковой роты Иовлева. Ну что ж, продолжаем нашу программу гороскопом. Итак, весы. Противостояние звезд может сделать вас нетерпимыми и чрезмерно независимыми. Все это внесет осложнения в самые различные сферы жизни. Деловую, семейную и любовную. Если у вас появится желание во что бы то ни стало настоять на своем, остановитесь и обратите внимание на потребности и мнения других людей. Ну не будьте эгоистами. Скорпион. Дело, которому вы принесете в жертву свои знания и время, успешно реализуется, причем так быстро, как невозможно было представить. Только не отказывайте близким в материальной помощи, проявляйте милосердие и можете сегодня заняться благотворительностью. Стрелец, удача может отвернуться от вас. Многое будет зависеть от случая, возможно, проблемы в коллективе и в семье. Вы можете сознательно упустить представившуюся возможность. Если бы вы были более сдержанными, вам бы покорились большие высоты, и вы бы добились больших результатов. Так что спокойствие, только спокойствие. Как говорил кто? Карлосон, ну что ты детские книги не читал? Вот как раз сегодня и почитай. Вот как раз и почитай, да. Козерог, вас ждут серьезные профессиональные задачи. Финансовое положение в этот период нестабильно. Старайтесь тратить умеренно. Коммерческие поездки и финансовые операции нежелательны, так как сложатся самым непредсказуемым образом. Так что не тратьте сегодня много денег. Водолеи будут в центре внимания, сумеют быстро сориентироваться в меняющейся ситуации. Личная жизнь может быть удивительно оригинальной. Интересненько, что-то новенькое, видимо, будет. Вам сегодня можно смело идти ва-банк. Концентрация сил только на одной задаче приведет вас к большим успехам. Так что не распыляйтесь, а концентрируйтесь на одном.
Возможно, рыбы сегодня добьются значительных результатов в продвижении по карьерной лестнице и повышении профессионального мастерства. Рекомендуется продемонстрировать неординарный подход к решению рабочих задач и внести рационализаторское предложение. Ну что ж, я считаю, что все не так плохо. Да, у всех. Все хорошо, поэтому так держать. Впереди еще много-много выходных, поэтому я думаю, что это должно приподнять вам настроение. Ну а мы старались это сделать как могли. Да. С вами с утра были сегодня Идель Киямов и Светлана Звонарева. Оставайтесь на нашем канале. Да, желаю вам хорошего продолжения дня, несмотря на погоду. Пусть в ваших сердцах будет тепло и светло. Пока-пока. Любите друг друга. До свидания.